Дуслар, салям! Вы на канале YouTube Татарчики. Тут очень непривычный антураж, потому что мы в Екатеринбурге. И, естественно, куда мы могли пойти в Екатеринбурге, как не на Сабантуй. Но это будет непростой выпуск. За камерой сейчас не Айнур Ахметов, но я все еще Алсу Хафиз. И сегодня вместе с вами мы познакомимся с историей татарского Екатеринбурга, походим по местам, где раньше жили татарские купцы, и посмотрим на дома, которые здесь сохранились. Поехали! Екатеринбург. В Екатеринбурге в конце 19-го, начале 20 века была большая и знаменитая купеческая династия татарских купцов Агафуровых. Они были, несмотря на то, что татарами и мусульманами, внешне ходили всегда в тюбетейках, они были в первую очередь екатеринбуржцами. То есть они их знали, уважали и ценили в городе, для которого они очень много сделали. Они вели европейский образ жизни, и благодаря в том числе этому и своей бизнес-жилке они смогли построить большой бизнес, в том числе вот этот и другие дома в нашем городе, и оставить большое наследие. Хисамиддин Агафуров, глава династии, купил вот каменную часть этого дома еще при жизни, но не успел его достроить, это сделали сыновья, и такой вид приобрел после проекта архитектора Дютеля. Этот дом любят и поныне, естественно, все екатеринбуржцы и приезжие за вот такой его деревянный и восточный стиль. Естественно, в революцию семья была вынуждена покинуть Россию. Здесь размещались различные советские организации, коммунальное жилье. В 80-х годах этот дом спасли и отреставрировали, одна из коммерческих организаций. В конце 80-х здесь в части помещения обосновался первый татаро-башкирский общественный центр, а в 90-х появился форпост Татарстана, постоянное представительство Республики Татарстан, которое здесь и поныне существует. Сейчас дом находится на реставрации, в первую очередь технической, внутренней, и мы надеемся, что в ближайшие годы его экстерьер тоже приобретет должный вид, и мы будем им наслаждаться и радовать гостей нашего города. Династия Агафуровых начиналась даже и не с торговли, а отец семейства был отправлен с Татарстана здесь на службу. Он уволился в звании унтер-офицера, благодаря этому обучился грамоте, русскому языку. Сюда приехала его жена уже тогда со старшим сыном, и они начали торговать сладка, мелочными товарами, сигаретами, бакалеей. И потихоньку, благодаря находчивости, благодаря участию семейства, то есть родился второй сын, третий, потом эта семья вся разрасталась, и это все выросло в большую династию. Но на самом деле династия, она распространяется не только на Екатеринбург и Урал, то есть магазины купцов были в Челябинске, в Тюмени, в Перми, на Ирбитской ярмарке, были офисы в Варшаве и в Москве. И купцы не только занимались торговлей и обогащением своего материального достатка, они занимались очень много благотворительностью. Как для города очень много делали, так и для татаро-мусульманской общины. То есть они основали первый молельный дом, здесь тоже неподалеку он находился. Они участвовали в строительстве велодрома, выделялись деньги, на месте которого сейчас стоит наша Екатеринбург-арена. Екатеринбург. Дуслар, еще раз вам напоминаем, что вот подобные выезды и подобные выпуски появляются благодаря вашей спонсорской поддержке. Если вы хотите, чтобы на канале появлялось больше контента и хотите внести свой вклад в тюркский, в татарский контент, вообще в развитие этого канала, то обязательно переходите в описание под этим видео. Там будет вся информация по российской карте и вообще всякие разные плюшки, как можно нам помочь. Екатеринбург. Дом, входящий в татарскую слободу Екатеринбурга, с не очень татарским названием особняк Миллера. Это дом каменный, как видно, он построен в середине 19 века. Было у него несколько владельцев, но наименование он, как объект культурного наследия, получил по имени статского советника Миллера, который был управленцем Госбанка Екатеринбургского. Естественно, в 20-х годах
к революции дом был национализирован, и именно с этих времен начинается татаро-башкирская история этого дома. Здесь был татаро-башкирский театр, который заслуживает отдельной истории, нескольких десятков лет в истории Екатеринбурга, Свердловска. Здесь был Центр национальных меньшинств, татаро-башкирская библиотека и много других активностей. В 1997 году дом был передан Духовному управлению мусульман Свердловской области. В таком виде он, к сожалению, простоял еще почти 20 лет, но в 2017 году организовалась группа татар-мусульман-меценатов Екатеринбурга, которая решила восстановить этот дом. Было принято решение в первую очередь создать проект консервации. Он был разработан и уже реализован. То есть это кровля, окна, так, чтобы здание дальше не разрушалось. Делается проект основной реставрации, и мы надеемся, что через несколько лет он также будет реализован. И здесь будет на усмотрение, естественно, духовного управления, но, как я надеюсь, что-то культурное, что-то помогающее людям не мусульманской религии, не татарской или башкирской национальности понимать лучше ислам. Екатеринбург. Дом Жолобова-Богатеева был построен в первой половине 19 века, и на протяжении этого же века он несколько раз настраивался. То есть поначалу он был одноэтажный, и у него также сменилось несколько хозяйств, но имя он получил официальное купца Жолобова. После него владельцами стал купец Богатеев со своей семьей. Он завершил последнюю надстройку. Это третий этаж, который с характерными зубцами. В нем находилась домашняя магометанская молельня. Но, естественно, при отсутствии мечети в городе Екатеринбурге, здесь, скорее всего, она выполняла и общественную функцию. Здесь были, наверное, и друзья, и другие люди, горожане Екатеринбурга, кто исповедовал ислам. Уже в 21 веке, в 10-х годах, дом выкупила компания, аффилированная с очень известной на Урале и России УГМК, которая занимается всем этим кварталом, условно называемый Екатеринбург-Сити. Уже несколько лет он стоит закрытый, судьба его неизвестна, но он является памятником архитектуры, и мы будем продолжать следить за его судьбой. Екатеринбург. Мы на старинном магометанском татаро-башкирском кладбище города Екатеринбурга. Вот за моей спиной каменная ограда, предположительно, это первоначальные границы кладбища. Первые захоронения начались с 1880 года. Из-за того, что в Екатеринбурге до конца 20 века никогда не было мечети, были просто молельные дома в Советском Союзе, и это перестало быть в собственности татар, мусульман и башкир, мы имеем факты того, что на этом кладбище совершались молитвы, то есть здесь праздновался Курбан-Байрам. Кладбище примечательно не только своей давностью. Здесь сохранились старинные надгробия на старо-татарском языке. Здесь очень много достойных, известных людей упокоено. И самый известный из них, естественно, это династия купцов Агафуровых. Когда кладбище только появилось, это была окраина города. Но со временем он начал расширяться, и к 90-м годам здесь уже было много желающих построить на этом месте жилье, торговые какие-то площади. И есть информация о правозащитных действиях в 90-х годах, когда здесь проводились и субботники тоже. Но история современная 21 века по обустройству этого кладбища, по уходу за ним начинается с момента создания татарской молодежной организации ИШЕН. В 2007 году татарская молодежь взяла под шефство это кладбище, начала проводить субботники, привлекать другие татарские, мусульманские организации, и началось благоустройство. Был восстановлен обелиск павшим в Великую Отечественную войну в госпиталях Екатеринбурга. Сюда можно зайти, найти своих предков всем желающим. И мы начали восстанавливать сторожку, которая даже на кадастровых картах есть. За моей спиной семейное захоронение Агафуровых. Это удалось определить в начале 2000-х, прочитав надпись на плите. Здесь покоится раб Божий Хисамиддин. Здесь он и еще некоторые члены семьи Агафуровых. Екатеринбург.
Дуслар, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, что вам все понравилось. Если не видели подобный ролик из города Челябинска, где мы тоже гуляли по татарским местам, то обязательно посмотрите его. Там тоже все очень интересно. А если у вас есть соображения, куда мы можем приехать и снять тоже что-то интересненькое про татар или тюрков, то обязательно переходите в наш телеграм-канал. Он тоже есть в описании этого видео. И делайте свои предложения по новым темам для роликов. Пока-пока! Екатеринбург.